я, Юрий Гонцевич, приглашаю вас и вашу группу поддержки на мой пикет в сочетании с агроэкотуризмом. Сейчас я хочу обратиться к президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко. В связи со сложившейся ситуацией в стране, я не вижу другого выхода, кроме как создать комитет национального спасения. Дело в том, что нам просто не хватает вашей картошки, короче, блин. Мы хотим ее выращивать, короче, как всю жизнь ездили, короче, со школы месяц тратили. Эти поля зарастают лесами, короче, полями, короче, этими, ну, я не знаю еще, чем там зарастают эти поля. Александр Григорьевич, зайдите без охраны, не бойтесь никого, вас народ не тронет. В продуктовые магазины, да посмотрите, как глаза трудях наполнены с людьми, стоящих у витрин. Народ должен покупать продукты, а не течь изо рта слюньки, глядя на витрину. Я в течение 4 месяцев требую от вас срочно уйти в отставку, чем выгоняю вас с поста президента Республики Беларусь. Да будет так. Найдите в себе силы признаться в том, что вы плохо руководили все эти годы. Вы только выстраивали дворцы ледовые, свои резиденции, аж 18 штук, дворцы себе, своим детям, а мы живем в трущобах. Александр Григорьевич, приглашаю вас, приезжайте к нам в Зароновский сельсовет, и я вам покажу настоящую Беларусь, там, где люди живут, а не ту Беларусь, что вы показываете по телевизору. Не ту Беларусь, где перед вашим приездом моют крыши и красят траву. Я покажу вам, как люди выживают, как люди годами пьют ржавую воду. Призываем госслужащих и строительные компании соблюдать законы и нормативы, а не личные интересы. Мы требуем защитить наши права и права наших детей на благоприятную среду для проживания. Мы требуем остановить вырубку деревьев и уничтожение зеленых зон в Грушевке, которых здесь и так очень мало. Уважаемый Александр Григорьевич, мы искренне надеемся на помощь с вашей стороны в разрешении этой ситуации со строительством нашего дома. И просим вас отстоять законные права дольщиков, граждан Республики Беларусь и остановить беспредел со стороны офиса Центрального района и местных органов власти. Уважаемый Александр Григорьевич, в связи с вышеизложенным мы надеемся с вашей стороны на принятие кардинальных и действенных мер по своевременному вводу нашего дома в эксплуатацию под вашим непосредственным контролем. Заранее благодарим за понимание нашей ситуации, рассмотрение обращения по существу, оперативность и справедливость ваших действий. Мы надеемся, что вы, Александр Григорьевич, и в сфере строительства жилья наведете порядок, а также восстановите справедливость и защитите граждан от беспредела со стороны чиновников. Я вас прошу об одном, чтобы вы как-то содействовали мне в проведении вот этой моей очередной операции, потому что мне хочется верить, что еще рано уходить в мир иной. Хочется увидеть, как внучка выходит замуж. Да вообще хочется увидеть, как развивается наша страна дальше и что будет дальше. Мы, обычные граждане, просим вашей помощи и надеемся, что президент нашей страны нас услышит, нас поймет. Александр Григорьевич, мы к вам обращаемся с нашей больной просьбой о том, чтобы вы нам помогли в нашем трудном решении разобраться вот в этих вот документах, которые у нас в руках. И таких у нас еще очень много у каждого. Просьба та, чтобы вернули нам наш статус жилого дома, и мы остались нормальными людьми, жильцами, но не бомжами. Уважаемый Александр Григорьевич, я каждый день хожу в свою школу БСШ номер 2 через этот лес, а теперь тут поставили забор и все оградили. И как ходить через такие окопы? Уважаемый Александр Григорьевич, вы наша единственная надежда на справедливое разрешение данной ситуации. Мы доведены до отчаяния. Помогите. Уважаемый Александр Григорьевич, если вы мне не поможете в разрешении этого вопроса, я буду вынуждена обратиться в ООН, в Комитет по защите прав человека,
и докажу своим родным и близким, знакомым, всему белорусскому народу, что в нашем государстве закон только на стороне тех людей, которые имеют власть или деньги.